Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие и добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так: мысли, чувства и действия загаданного человека к вам. Пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о том, кто вам нравится, кто вам интересен, кого вы любите. Представьте этого человека мысленно, либо вслух задайте такой вопрос: какие назовите его по имени, ко мне мысли, чувства и действия? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, какие у мужчины к вам мысли, что он думает о вас. Так, мысли колючие. Мысли колючие. А здесь, знаете, какой-то надрыв у мужчины идет. То он вас любит, обожает, жить без вас не может, то он на вас очень сильно начинает обижаться. Обижаться за то, что вы как-то себя, на его взгляд, недостаточно активно проявляете. Да? Интерес свой к нему недостаточно активно проявляете. Вот он говорит: ой, какая ты злая, вот какая ты жадная, жадная на чувства, жадная на слова, на любовь жадная. Очень сильно ему бередит сердце то, что вы не говорите ему так часто, что он вам нравится, да, либо не показывайте, что нравится, что вы в нем заинтересованы. То есть он не знает, вот прям честно, он не знает, как вы к нему на самом деле относитесь. Нравлюсь, не нравлюсь, любит, не любит, хочет, прогонит. Да? Вот у него постоянно, с одной стороны, он с надеждой смотрит на вас, ждет там встречи, а с другой стороны у него страхи. У него в последнее время участились, я не знаю, какие-то панические атаки, возможно, даже сны ему дурные снятся, что вы его там бросаете, оставляете, что он один. Вот понимаете, его высшие силы, скорее всего, пытаются загнать, может быть, в брак, в пару, ближе там к вам, да, привязать, но он этого не понимает. Вот его пугают одиночеством, потому что он действительно боится, у него есть страх этого одиночества. И он вместо того, чтобы, например, более активно действовать по отношению к вам, да, он начинает там себе придумывать, что вы его не хотите, что вы его не желаете, что он вам не нужен и не интересен. Да, вот такой момент происходит. Еще он думает о вас, что вы слишком уж независимая, самостоятельная и гордая, непокорная. С одной стороны, это восхищает, а с другой стороны, конечно бы он хотел, чтобы вы в нем нуждались, чтобы вы такая были маленькая девочка, которая там, не знаю, конфетку купишь, по голове погладишь, она и рада. Вот. Но все намного сложнее. Мужчине сложно с вами, честно, ему сложно, он боится лишний раз с вами там поговорить, вас о чем-то спросить, чтобы вас, не дай бог, там не обидеть, ни словом, ни делом, чтобы не увидеть у вас какой-то взгляд есть, да, напряженный. И он, когда этот взгляд видит, он очень сильно пугается. Ему кажется, что, что вы сейчас его пошлете далеко, либо с ним поругаетесь, либо какую-то претензию ему выставите. Он боится этого взгляда, и иногда он... Но если вы живете вместе, да, то он там старается где-то на работе задержаться, чтобы уже прийти там поздно, наверняка, чтобы не было никаких там разговоров, и чтобы, не дай бог, вы ему там ничего плохого не сказали. А если вы только лишь встречаетесь, там, присматриваетесь друг к другу, то у него постоянная паника, что вы вот прям навязчивая идея, что вы вот-вот ему скажете, что извини, нам не по пути, там, давай останемся друзьями. Вот этого он очень сильно боится. И он за вами следит тайно, там, я не знаю, в интернете, в социальных сетях, там лично может даже следить, кого-то просить, чтобы за вами проследили, либо там информацию у вас собирает. В любом случае ему очень-очень важно понимать, что он у вас один, что вы в нем заинтересованы, что он не ошибается в вас и в ваших отношениях, и что все у вас будет хорошо. То есть
Человек живет вами, вами он живет, вами он дышит, и но вы его надежда, надежда на счастливое будущее. Боится очень сильно вас потерять, боится упустить этот шанс, эту возможность. Вы знаете, он с кем-то говорит о вас, говорит причем постоянно. И вот этот кто-то ему говорит: что вот так тебе повезло, такая прекрасная женщина с тобой рядом, ты же там веди себя хорошо, да, ты же там в грязь лицом не упади. И ну, тот человек пытается его простимулировать, да, на активное поведение, а ваш неправильно воспринимает. Ваш воспринимает, как будто бы он какой-то убогий, как будто бы он какой-то ущербный, что ему действительно нужно вот прям напрягаться и стараться, чтобы его не оставили и не бросили. Мыслей очень много. Мысли, они, еще раз говорю, да, с большим знаком плюс и с огромным сердцем, и также они сразу скатываются в большой минус и с разбитым сердцем. Он любит вас и боится вас потерять, но вот этот страх потери, он очень болезненно идет, да, вот он прям накручивает себя на эту болезнь, и, возможно, у него до этого был не очень удачный опыт, и вот он думает, что, ну, видно, со мной что-то не так, а эта девушка, она просто принцесса, она не потерпит такого, как я, все равно меня оставит, все равно меня бросит, и что мне делать? У него, знаете, даже такое иногда бывает, да, может мне первым уйти из отношений, чтобы типа меня не бросили, чтобы мне не было так больно, но это вот глупая мысль, он ее, конечно, гоняет по своей голове, но ну вот иногда к нему прилетает. Как на нее реагировать, до конца он не понимает. То ли это подсказка от интуиции, то ли это вот он себя там накрутил. Этому человеку очень важно видеть вашу заинтересованность. Если есть возможность, вы почаще там ему пишите, маякуйте, показывайте, что вам очень важно с ним оставаться на связи. Он успокоится, и у него вот это вот его паника, эта внутренняя истерия, она сойдет на нет. Давайте посмотрим теперь на чувства. Какие у него к вам чувства? Чувства. Чувства мужчины к вам. Его чувства. Так, ну он вас любит, он вас очень высоко ценит. Смотрите, вышло сердце, вот оно, видите, сердце. В сердце общая дорога, два человека. И это вы. Видите, какая вы большая. И какой он маленький, да еще и с дыркой внутри. То есть человек признает, что вы богиня. Вот так вот, вы для него богиня. Иногда он думает, что он вас совершенно недостоин, что это какое-то наваждение, сон, что скоро вы поймете, кто он такой на самом деле, и укажете ему на дверь. Это, ну, я, наверное, думаю, самый большой страх его жизни. Он вас любит. Любовь это у него такая, знаете, она под сердцем, то есть она еще до конца неосознанная. Он понимает, что он очень сильно к вам привязан, что он на вас залип, что мысли о вас постоянно, что сны о вас постоянно. Вот он может там на работе что-то делать, да, занят быть по работе. И вот в определенный момент он как очнется, да, и понимает, что он все это время мечтал и думал о вас. То есть чувство у него есть, любовь к вам есть, но он ее еще не осознал до конца, что это действительно та самая чистая и искренняя, и что это навсегда. Он еще это не осознал. Знаете, вот он себе сказал, да, что я не должен я ходить и говорить о своей любви, потому что если она меня не примет, то я буду посмешищем. Вот почему-то очень сильно, то ли у него в жизни уже был такой опыт, да, когда он по глупости, да, кому-то признавался, и кто-то высмеял его чувства. Теперь он побаивается того, что, ну, ему откажут, да, и пошлют его подальше. Чувство здесь хорошее, но почему-то постоянно, вот даже на сердце у него вот этот страх потери идет. Кстати, может, человек пережил какую-то потерю, но тут не женщину, скорее, он потерял, может, кого-то близкого друга, маму, да, вот кого любил, потерял. И сейчас ему сложно вот прям полюбить, потому что боится потерять, потому что боится, что он не переживет больше такую боль и такую печаль. Так, давайте теперь смотреть на его действия. Что он будет делать? Действия мужчины. Так, что под действием? Что будет делать мужчина? Ну, во-первых, будет предлагать вам свою любовь. Будет с вами свидание просить, будет с вами встречаться, общаться, будет вести себя
ну, извините, по-дурацки, но то есть по-другому не скажешь. Он будет вести себя, как будто бы он, ну, юный парень, да, который только лишь там начинает познавать любовь и отношения. Будет вести себя иногда как клоун, смешно, глупо может себя даже иногда проявлять, но все это он будет делать с такими невинными глазами, что вы, ну, многое ему будете готовы простить. Потому что действительно человек не знает, как правильно поступать. Вот, ну, не было у него такого опыта, где бы он смог полностью там обкатать те свои там донжуанские навыки, понимаете, не было. Ну, может быть, и слава богу. Вы у него в этом плане идете как будто бы даже первая, с кем он так блеет, тает и робеет. Хорошо ли это, плохо ли? Ну, это не просто. Не просто, потому что у вас тоже могут возникать вопросы. Вы ведь живой человек, правильно? И вы хотите, чтобы все было, по крайней мере, обоюдно, да? И у вас тоже могут быть мысли, а любит или не любит, играет ли, что вообще он делает, да? Насколько серьезно он ко мне относится. Поэтому, мои дорогие, если этот мужчина ваш, если вы хотите с ним дальше продолжать отношения, будьте готовы к тому, что придется еще вам его перевоспитывать. Не бойтесь говорить о том, чего вы желаете, о том, что просит ваше сердце, о том, какого поведения и каких поступков вы от него ждете. Вот прямо ему говорите: забери меня после работы, да, либо давай там поедем, там, не знаю, вместе отдохнем, либо просто там выберемся там на субботу-воскресенье куда-нибудь за город. То есть все ему это говорите. Он будет вам за это безумно благодарен, потому что он нуждается в ваших подсказках. Мужчина готов активно действовать. Активные действия будут. Но они будут такого, знаете, смешанного характера. Поэтому, чтобы не было вопросов ни у вас, ни у него, проговаривайте. Не бойтесь, что вы ему будете навязываться. Нет, наоборот, он ждет от вас подсказок. Подсказывайте, наставляйте, и все будет у вас замечательно. Так, гадание мое на этом закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.